этот период приоритет был отдан противостоянию с церковью, тогда как на периферию были вытеснены вопросы жизненно важные для Армении. Например, содержание вот этого мирного договора и риски территориальных уступок, реальные ли переговоры вообще по коридору, усиливается внешние зависимости и ухудшение качества управления экономикой, вот, в частности. В таком контексте атака на церковь выступает технологией отвлечения внимания, призванной вывести из общественного обсуждения то, что политические теоретики, как многие, говорят о том, что деградация государственного суверенитета — это ради удобства власти. Это очень важно. Это привело к разрушению институционального баланса ради самоукрепления власти. Это очень важно внести. В принципе, политическая система Армении, согласно Конституции, основана на принципе разделения властей. Однако, когда исполнительная власть объявляет войну на политической партии и Национальному институту церкви, она фактически разрушает систему институционального противовеса. Это очень важно. Для этого максимально раскручивается политическая поляризация, разрушается вся система традиционных и национальных институтов. Вот фактически этим он и занимается сейчас. Политологически это, точки зрения, это указывает на трансформацию понимания государственного суверенитета. То есть государственный интерес больше не рассматривается как общее благо или историческая целостность, а становится инструментом выживания власти.